Асан Кадиров – директор та власник наркологічної клініки, лікар вищої категорії з понад 30-річним досвідом у психіатрії та наркології, спеціалізується на лікуванні залежностей і неврозів. Кримський татарин. Чим ви наразі займаєтесь? Мы лечим заболевания, которые касаются патологии психики. Ну, в принципе, проблема эта сейчас очень актуальная. И связано это, конечно, с войной. Ну, например, такие диагнозы, как ПТСР, такие диагнозы, как депрессия. Употребление психоактивных веществ тоже увеличилось. И увеличится геометрическая прогрессия. Появились разные новые наркотики, комбинированные наркотики. Так что проблема, которой мы занимаемся, она актуальная. Як ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? Я как раз был в Киеве, и страхи, депрессии, тревоги, я все это испытал на своей шкуре. Пришлось принимать тяжелое решение, лечить ли больных или выписать, потому что это приватная клиника. И если бы туда прилетела ракета, возникли бы вопросы, почему ты не выписал этих больных. Мы работали до последнего больного. Потом закрылись на 2 месяца, потом заново открылись, и по сей день мы работаем. Ну, конечно, взрывы, шум. Я поднялся, побежал первый куда? В клинику. У меня дочка жила в другом конце города, сын поехал за дочерью, чтобы их привезти в клинику. Мы с своей квартиры приехали в клинику и остались семьями прямо. Я и несколько врачей в этой клинике находились круглые сутки и слышали этот шум, и взрывы, и полеты все различные, да. Потом постепенно, долечив последнего пациента, выписав, мы закрылись на 2 месяца, потому что было непонятно в тот момент, лечить, не лечить, это же все-таки частная клиника. А потом открылись. Що для вас стало найбільшим викликом або труднощами за цей час? Ну, трудности, как и всех. Я же ничем не отличаюсь от других. Поднимаются налоги, дорожают цены, дорожает коммуналка, соответствующе поднимается цена на лечение. Повышается цена на лечение, не каждый себе может позволить попасть на лечение. Вот эта неопределенность, она, конечно, приводит к разным негативным моментам. Ну и второе, это вот эти постоянные воздушные тревоги, да, они не дают запланировать день, распланировать рабочий день. И получается ситуация вот такая. З якими проблемами або труднощами ваші пацієнти стикаються у повсякденному житті сьогодні? Ну, во-первых, в моей специальности очень тяжело вывести статистику четкую наших больных, да, потому что не все обращаются на лечение, не все становятся на учет, не каждый афиширует о том, какой у него диагноз, да. Но судя по всем разговорам и судя по тому, как сами больные рассказывают, количество наших больных растет в геометрической прогрессии. И доступ легкий. Появилось очень много разных наркотических средств. Стимуляторы, например, к ним относятся амфетамины, метамфетамины, кокаин относится к стимуляторам. Появились многие препараты, которые, допустим, выписываются по рецептам беспроблемно. Они не относятся к наркотическим группам, но наши больные их начинают употреблять. Ну, например, такие как пригабалин, лирик. Вы не найдете в протоколах нигде, что он наркотический препарат. На самом деле он вызывает эйфорию. И, к сожалению, у многих наших военнослужащих большая процентность употребления этого препарата. Ну, такое было уже в истории, и вопрос в этом не может подниматься. Например, героин продавали свободно в аптеках до 1956 года. Его выпускала фирма Pfizer, которая нам продавала эти
прививки. И назначали его для успокоения, обезболивания, для улучшения сна, при диарее. А потом выяснилось, что это, оказывается, тяжелый наркотик. До 1974 года без рецепта свободно продавали фентанил. А он в Нордосте Путин фентаниловым газом травил заложников. Ну и в Америке Трамп выступает за то, чтобы этого фентанил не попадал. Оказалось, тяжелый наркотик. Поэтому, к сожалению, пока мы запрещаем, выходят новые наркотики с разными названиями, поэтому и количество этих больных очень сложно посчитать. Чого вам сьогодні найбільше не вистачає? Как и всем, во-первых, мирного неба, во-вторых, понимаете, ну, чтобы у меня была возможность, чтобы я мог лечить больных, потому что я не могу лечить бесплатно их, что поднимаются цены на лекарства, на питание. Если бы кто-то мог помочь, инвестировать, я бы мог взять гораздо больше таких больных, лечить и приносить пользу. Чого вам не вистачає, як кримському татарину? Родины не хватает. Ну как не хватает? Я постоянно читаю все наши сайты в интернете, слушаю свою музыку, слежу за концертами, слежу за выступлениями. Ну как, вся родня там, я здесь с семьей. Не хватает родины. Що ви очікуєте від держави або влади зараз? Ожидание, чтобы ушли оккупанты с нашей родины и вернуться на родину. Вот мои большие ожидания. Чим ви вкладаєтесь у нашу країну? Ну, я все-таки врач. Я врач, психиатр-нарколог, и я лечу больных. Тот, кто не знает патогенеза заболевания, не знает психиатрии, психофармакотерапии, да, он не может лечить этих больных. Поэтому вкладывать нужно в лекаря, а не лекарь, чтобы что-то вкладывал. Вкладывать нужно в медицину, в науку. Если наше государство не будет в это вкладывать, инвестировать, то оно будет платить зарубежным специалистам. А это будет гораздо дороже, поверьте мне. Що вас мотивує триматись і не здаватись? Для меня доминанта в жизни всегда была работа. Вот она определяла всю мою жизнь. Работа – это для меня огромный стимул. Работа – это значит благополучие в семье, потому что я иду целенаправленно, с определенной целью, возвращаюсь, если созидаю, зарабатываю, я приношу в семью. В семье меня ждут всегда с работы. И я знаю, что пока я работаю, я двигаюсь. А все остальное как бы, ну, второе. Дети и внуки. Они все за границей. Я очень тоскую, да, и скучаю по ним. Потому что, ну, сложно. На старости лет остаться вдвоем с супругой, а разговаривать с внуками и с детьми только по этому телефону или же там по WhatsApp. Вот семья, работа – это вот самый большой стимул и доминанта в моей жизни. Що для вас означає перемога? Як ви її уявляєте? Победа должна быть такая, чтобы ни одного оккупанта на нашей родине не осталось. Победа должна такая быть, чтобы я вернулся на родину и спокойно работал на своей исторической родине. Чтобы я увидел всех своих близких, братьев, сестер, чтобы мои дети там были. Чтобы я мог, в конце концов, женить двоих детей, потому что дочка у меня замуж, чтобы они жили и работали, созидали на своей родине. Яке ваше послання людям, які це дивитимуться? Я бы прежде всего посоветовал бы силы и терпение. Я думаю, ну, как оптимист, может быть, все будет хорошо. Да? Самое главное, мирного неба я хочу пожелать. Ну и скорейшего возвращения на родину тем, которые здесь, и те, которые нас ждут, чтобы они нас дождались.